Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Джибек Бегалиева. Сегодня в программе. Захват заложников во французской Нормандии. Двое преступников с ножами ворвались в католический храм во время мессы и отрезали голову 86-летнему священнику. Всех заложников ранения. Мы столкнулись с группой «Исламское государство», которое объявило войну против нас. В Таджикистане задержана банда торговцев детьми. В ходе спецоперации освобождена похищенная девочка и обнаружена подпольная операционная в городской квартире. Не исключено, что у детей изымали органы. Похитители затащили ребенка в автомобиль и собирались вывезти на окраину города. Доллар в Казахстане снова прыгнул вверх на 5% за один день. Эксперты прогнозируют новый валютный обвал. Граждане говорят, что уже привыкли. Ужас. Спекуляция. В сирийском Алеппо после короткого затишья опять ожесточенные уличные бои. ООН требует от Асада разблокировать хотя бы одну дорогу для гуманитарной помощи, иначе в городе начнется голод. Сирийские власти отвечают, что они ни при чем. Сегодня сбросили 2 бочки. Вы, собаки и свиньи, хотите, чтобы победил Башар Асад? Посмотрите на то, что он делает. Сайт Демократической партии США взломали русские хакеры, считает ФБР. Публикация материалов может изменить весь ход президентских выборов в США. Россия обвинение опровергает. Я не хочу использовать слово из 4 букв. Облететь вокруг света, используя как топливо только лучи солнца, самолет будущего Solar Impulse триумфально приземлился в Абу-Даби. Мы с Андре пролетели без топлива 40 тысяч километров. Срочная новость из Азербайджана. Там произошел мощный взрыв на оружейном заводе. По сообщению местных СМИ, там продолжают взрываться снаряды. Грохот разрывов слышно за 40 километров. В городе Ширван выбиты все стекла домов. Жители Ширвана сообщают, что к месту взрыва проехало множество карет скорой помощи и пожарных машин. По предварительной версии, инцидент произошел на складе отгрузки готовой продукции. Пострадали 20 человек, 10 из них находятся в больницах в тяжелом состоянии с обширными ожогами. Министерство обороны Азербайджана настаивает, что погибших при взрыве нет. Ужасающий теракт во Франции. 2 преступников, вооруженные ножами, ворвались в католическую церковь в нормандском городке Сент-Этьен-дю-Рювре во время мессы. Террористы, выкрикивая исламистские лозунги, отрезали голову 86-летнему священнику. Также были захвачены заложники, 2 монахини и 2 прихожан. Все они получили ранения. К счастью, одной из монахинь до этого удалось бежать и предупредить полицию. Оба террориста были застрелены полицейскими на выходе из церкви. На место прибыл президент Франции Олланд, который заявил, что однозначно считает произошедшее терактом. Мы столкнулись с группой «Исламское государство», которое объявило войну против нас. Мы должны вести эту войну всеми средствами, но при соблюдении законности. Один пострадавший находится в очень тяжелом состоянии, и власти опасаются, что число жертв может возрасти. Силы правопорядка блокируют район в старой части города, где произошел инцидент. Террористическое исламское государство уже взяло на себя ответственность за атаку. В Таджикистане задержана преступная группировка, которая занималась торговлей детьми. Источник в МВД республики подтвердил эту информацию агентству Имрус Ньюс. По его словам, 3 членов банды были арестованы после похищения 7-летней девочки, которую, к счастью, сразу удалось освободить. Также милиционеры нашли подпольную операционную в одной из квартир Душанбе. Злоумышленники предположительно занимались продажей детских органов. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Какие подробности вам известны? Здравствуйте, Жибек. Мы сейчас находимся возле столичного торгового центра Садбарк. Именно здесь 20 июля была похищена 7-летняя девочка. Ее имя не раскрывается правоохранительными органами. Похитители затащили ребенка в автомобиль и собирались вывезти на окраину города. Через 20 минут после похищения сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью возле здания столичного цирка провели захват автомашины. Велась ли за преступниками какая-то слежка или правоохранительные структуры вовремя среагировали на обращение граждан, не уточняется. Преступников было 3. Это 48-летняя жительница Душанбе Матлюба Ахмедова, которая проживала раньше в многоквартирном доме за этим торговым центром. 2 член группировки Рахмон Али Гиосов, медбрат столичного центра здоровья. И 3 это водитель такси. Следствие установило, что группировка арендовала на окраине города квартиру, во время обыска которой были обнаружены операционные приборы, шприцы, обезболивающие препараты и детская одежда. Возможно, мотив преступления – похищение с целью изъятия органов и их продажи. Таким образом, в МВД заявляют, следствие приблизилось к раскрытию лиц, причастных к похищению сестер Сабины и Малики Араловых.
пропавших в марте 2013 года. Именно на этом месте и 5-летний Сабохат Диловаровой, пропавший примерно в то же время неподалеку отсюда. Родственники сестер говорят, что Ахмедова, возможно, приходила в детский сад, спрашивала о Малике и Сабине перед похищением, но ее опознание осложняется тем, что тогда она, возможно, носила платок. Мать Сабохат говорит, что у Матлюбы очень знакомое лицо. Отец Сабины Араловой надеется, что его дочь, племянница все еще живы, и правоохранительным органам все же удастся выйти на их след. 2 дня назад звонили, 2-3 дня назад, звонили в МВД, рассказали про происшествие, но конкретных этих не сказали. Версий пока не было конкретных. Как будет какая-то информация, мне сообщат. Естественно, надежда появилась. Раньше не было никакой информации, хоть какая-то информация. Многие вопросы пока остались без ответов. Признались ли похитители в совершенном преступлении? Сотрудничают ли они с правоохранительными органами? Сколько было жертв на самом деле? Действительно ли у детей изымали органы? Кому и куда были проданы они? Следствие все еще продолжается. Против похитителей возбуждено уголовное дело. Жибек. Спасибо, Анна Шерван. В Казахстане снова начал стремительно расти доллар. Только за последние сутки курс американской валюты вырос на 5%. Казахстанская нацвалюта слабеет ежечасно. Разница между утренними и дневными торгами в понедельник составила почти 4 тенге. Согласно официальным данным, на 26 июля курс тенге к доллару составляет 350 тенге. Зато в обменниках доллар оценивается уже в 357 тенге. Напомним, что за минувший год тенге девальвировал на 100%. Последние несколько месяцев курс доллара держался, но теперь казахстанцы вновь в ожидании очередной девальвации. Вот как жители Алматы оценивают ситуацию на валютном рынке республики. Ужас. Спекуляция. Мне не нравится, но это вынужденная, наверное, мера. Я, честно говоря, уже в отношении курса слабо вижу, что он к чему-то привязан конкретному. Кажется, кому как вздумается, такое он и будет. Я же доллары не держу. С ними не работаю долларами, поэтому... Бардак. Честно говоря, непонятно, потому что постоянно прыгает курс. Да что, я думаю, нам страшно, и все. Что думаю я? Плохо, что он повышается, лучше бы вообще этого доллара не было бы, и все. Жили бы на тенге и в ус бы не дули. Зачем мне этот доллар? Неожиданное открытие сделали эксперты в области арабской каллиграфии в Алмате. Как оказалось, уже много десятилетий фасад одного из советских жилых домов украшают разнообразные религиозные тексты, восхваляющие Аллаха. Здание с исламскими надписями и узорами было построено в 70-х годах 20 века, когда религия находилась под запретом. Дмитрий Беляков выяснял, что же написано на алматинском доме. Там написано с арабского «Субхан Аллах». Вот «Субхан» — это син, яй, алиф, нун. Вот, Субхан Аллах, то есть Аллах пречист. И вот здесь написано Мухаммад. У алматинских религиоведов появилась новая загадка. Эксперт Асылбек Куранбасаров распознал в узоре, который украшает фасад одной из 5-этажек, надписи на арабском языке. С первого взгляда узоры на здании похожи на восточный орнамент. Однако специалисты утверждают, что эти надписи в раннем каллиграфическом стиле Куфи восхваляют великого, пречистого и милостивого Аллаха. Жители многоэтажки ранее никогда не слышали о том, что скрывает в себе декоративное панно, и рассуждают, надо ли убрать надписи с фасада здания. Нам хотелось, да, потому что он старенький наш домик. А теперь, когда я это узнала, то уже задумаюсь. Может быть, и не хотелось бы. Да, потому что это история нашего дома, это очень интересно, да. Я как бы не против, если это обозначает, то так обозначает, то я не против, что она здесь была. Потому что это, как вы сказали, там написано наше имя пророка и так далее. Это же своего рода агитация, навязывание. У нас же население, в общем-то, неоднородное. И мусульмане, и христиане, и буддисты, и иудеи, все есть концессии. Поэтому, наверное, нужно убирать, это.
Надо отметить, что здание построено на одном из главных проспектов экс-столицы атеистической союзной республики. Есть предположение экспертов, что архитекторы не догадывались, что это религиозные исламские тексты, а просто посчитали их красивым восточным орнаментом. Однако каллиграфист Серик Таджибаев считает, что на изучение надписей нужно потратить больше времени, так как есть признаки, что они появились на многоэтажке не случайно. Там подряд вот эти вот Аллаху Акбар, Субхан Аллах, Альхамдулилля, вот эти слова, слово Мухаммад горизонтально, да, вертикально, вот, которые идут подряд. Вот они все, там есть какой-то замысел, и кто-то специально вот это все хотел. Да, есть, с философской с точки зрения, там есть какая-то идея. Официальных заявлений духовных или светских властей по надписям на жилом доме пока не было. Религиоведы особо подчеркивают, что надписи не несут в себе какую-то негативную смысловую нагрузку или экстремистские призывы. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Противостояние между силами правопорядка и вооруженной группой националистов, захватившей полицейский участок в столице Армении, достигло своего пика. В центр Еревана тысячи людей вышли поддержать радикалов. Мятежникам отключили электричество и воду, у них закончилось продовольствие. Накануне спецназ предпринял попытку проломить стену захваченного полицейского участка при помощи бронетранспортера. Демонстранты в ответ подожгли 2 автомобиля и попытались прорвать полицейский кордон с тыла. По последним сообщениям полиции, мятежники пытались прорвать оцепление со своей стороны при помощи автомобиля. По ним был открыт огонь. 2 членов группировки были ранены и госпитализированы. Тем временем несколько тысяч граждан прошли маршем по центральным улицам. Участники шествия поддерживают националистов, которые выдвигают несколько политических требований, в том числе отставка президента. Но власти считают их террористами, поскольку при вооруженном захвате полицейского участка был убит офицер полиции, и несколько сотрудников правопорядка были ранены. Граждане, отсюда самое близкое расстояние до ППС. Давайте громко покричим «Сосна ЦРР» и «Победа», чтобы парни там услышали. Далее в программе. В сирийском Алеппо после короткого затишья опять ожесточенные уличные бои. ООН требует от Асада разблокировать хотя бы одну дорогу для гуманитарной помощи, иначе в городе начнется голод. Сирийские власти отвечают, что они ни при чем. Сегодня сбросили 2 бочки. Вы, собаки и свиньи, хотите, чтобы победил Башар Асад? Посмотрите на то, что он делает. Сайт Демократической партии США взломали русские хакеры, считает ФБР. Публикация материалов может изменить весь ход президентских выборов в США. Россия обвинение опровергает. Я не хочу использовать слово из 4 букв. Облететь вокруг света, используя как топливо только лучи солнца, самолет будущего Solar Impulse триумфально приземлился в Абу-Даби. Мы с Андреем пролетели без топлива 40 тысяч километров. На улицах сирийского Алеппо после небольшой паузы возобновились ожесточенные бои между войсками Башара Асада и разными группировками сирийских повстанцев. Стороны обвиняют друг друга в применении запрещенных боеприпасов и вооружений. Наиболее серьезные столкновения идут в восточной части города, которая окружена правительственными войсками. Подконтрольный антиправительственным повстанцам Восточный Алеппо подвергается интенсивным артобстрелам и бомбежкам. Авиация Башара Асада опять в большом количестве применяет варварское оружие, бочковые бомбы, которые практически безопасны для боевиков, скрывающихся в тоннелях, но поражают в основном гражданское население. Очевидцы говорят, бочковые бомбы взрываются прямо в жилых домах. Это призыв ко всем сторонникам Асада, собакам, которые оставили Сирию и сидят в Турции. Посмотрите на то, что он делает. Здесь 7 семей, которые находятся там, под завалами. И это полный крах. Сегодня сбросили 2 бочки. Вы, собаки и свиньи, хотите, чтобы победил Башар Асад? Посмотрите на то, что он делает. Тем временем Организация Объединенных Наций предупреждает, что уже в ближайшие дни в окруженной восточной части Алеппо может начаться голод. Правительственные войска, по мнению представителей ООН, блокируют единственную дорогу, по которой доставлялось продовольствие и прочая гуманитарная помощь. ООН обратилась к Асаду с просьбой приостановить огонь на 48 часов.
В Алеппо запасы продовольствия Организации Объединенных Наций и других международных организаций практически закончились. Еда в восточной части города, как ожидается, закончится через 2 недели. В свою очередь, представители правительства Асада заявляют, что никаких препятствий с их стороны для проезда ООНовских колонн нет. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин считает, что под видом гуманитарной помощи в Алеппо поступают вооружения и боеприпасы. Тем людям, которые говорят о дороге Кастелло, я хотел бы сказать, что сирийское правительство не закрывало эту дорогу. Это сделали террористические группировки, которые стремятся заблокировать подвоз гуманитарной помощи в Алеппо. Не является исключением и дорога Кастелло. У нас есть свидетельство активного использования этой трассы не для гуманитарного снабжения населения, а для подвода террористам оружия и боеприпасов, а также проезда джихад-мобилей со смертниками. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки считает, что за взломом сайта Демократической партии стоят российские хакеры. Утечка внутрипартийной переписки может изменить весь ход президентских выборов и сыграть на руку республиканскому кандидату Дональду Трампу. Съезд Демократической партии США в Филадельфии открылся на фоне скандала. В выходные сайт Wikileaks опубликовал электронную переписку сотрудников комитета партии. Из нее следует, что Хиллари Клинтон опиралась на поддержку партийной верхушки еще до начала праймериз, тогда как ее соперник Берни Сандерс играл декоративную роль. Руководство партии делало все возможное для того, чтобы он не выиграл номинацию. Утечка привела к отставке председателя комитета Дебби Вассерман-Шульц, а представители Клинтон заявили, что за взломом переписки стоят российские хакеры. По мнению сенатора от штата Миссури Клэр Маккаскил, Кремль пытается вмешаться в американские выборы и, посеяв раздор среди демократов, помочь их оппоненту, кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Российское правительство явно предпочитает Дональда Трампа из-за связи менеджера его компании с Россией и симпатий, которые Трамп выражал Путину. Думаю, он пытается повлиять на наши выборы, но этого не произойдет. Дебби ушла в отставку, а Берни Сандерс сегодня выступает с призывом к объединению. ФБР заявило, что изучит природу и цель кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США. Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в причастности к взлому переписки демократов. Но госсекретарь США Джон Керри заявил, что все же поднимет этот вопрос на встрече с российским коллегой на полях саммита «АСЕАН» в Лаосе. Довольно грубо на подозрения американских спецслужб отреагировал глава МИД России. Прямой вопрос на эту тему Сергею Лаврову задали журналисты в Лаосе, где он опять встречался с Джоном Керри. Что вы скажете об обвинениях в том, что Россия получила почту Демократической партии США? Я не хочу использовать слово из 4 букв. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse приземлился в Абу-Даби. Это первый воздушный борт на солнечных батарейках, облетевший весь мир без топлива. Подробности в репортаже Рейтер. В ночь на вторник в аэропорту Абу-Даби торжественно встречали Solar Impulse 2. Самолет на солнечных батареях начал отсюда свое кругосветное путешествие 16 месяцев назад и, наконец, завершил его, проведя в воздухе в общей сложности более 500 часов. Мы с Андре пролетели без топлива 40 тысяч километров, рассказывает основатель проекта и один из пилотов Бернар Пикар. Демонстрация завершена. Остальному миру остается лишь двигаться дальше. Мы должны использовать эту технологию и перестать слушать тех, кто боится изменить привычный образ мыслей. Решения существуют, и они прибыльны. Кругосветка Пикара и его напарника Андрея Боршберга проходила в 17 этапов. Каждый из них длился от 13 до 117 часов полета. Из-за погодных условий экипажу приходилось делать перерывы, иногда в несколько месяцев. Средняя высота полета составила 9000 метров, а средняя скорость от 45 до 90 километров в час. Никто раньше не делал ничего подобного, говорит Пикар. И когда нет эталона сравнения, сложно судить о собственном результате. Но в нашей команде прекрасно то, что каждый старался ради успеха всего проекта. Размах крыла Solar Impulse 2 больше, чем у Боинга 747, в то время как весит самолет всего лишь как легковой автомобиль. 4 электродвигателя работают на энергии, собираемой 17 тысячами солнечных панелей. Ее излишки хранятся в специальных батареях. Их аппарат используют в ночное время. Бернар Пикар назвал свой кругосветный перелет доказательством того, что технологии возобновляемой энергии способны на невероятные вещи.
Кыргызский мед становится визитной карточкой страны. За последние годы продукт, произведенный кыргызскими пчелами, не раз признавался лучшим на престижных мировых выставках. Его теперь все чаще в качестве кыргызского бренда увозят иностранные гости. Как знаменитый мед пробивает себе дорогу на рынке Европы, узнавал Шавкат Тургаев. Всю свою жизнь Казим Каракетов посвятил пчелам. Он знает о них практически все и даже из уважения обращается к благородным насекомым на «вы». На прошлой неделе он привез из Словакии и Австрии уникальных пчеломаток, чтобы обновить пчелиные семьи. У нее размер в 2 раза превышает пчел. Это королева всего улья. Если в Кыргызстан одна матка хорошая попадется, суперпродуктивная, то она всю страну может сделать очень богатой. Одна пчелка? Одна пчелка, потому что одна пчелка в день, она порядка 3000 производит личинок. Несколько лет назад Казим Мудалифович и другие пасечники объединились в Кыргызский союз пчеловодов. Совместными усилиями наладили производство меда высокого качества. Натурпродукт имеет большой спрос, причем не только в Кыргызстане. Есть внутреннее потребление, она у нас растет. Вот, предположим, ярмарки меда проходят, там наши пчеловоды, где-то порядка 40 тонн за каждую ярмарку они продают своего продукта. Внутреннее потребление есть. Сейчас, предположим, вот Иссык-Куль у нас развивается хорошо, значит, туризм развивается. Каждый человек из Кыргызстана в основном увозит мед. Вот куда бы ни было, все только идут, покупают мед. И казахи покупают, и россияне покупают. Это стало как бы культовой. В этой лаборатории мед проверяют на качество, начиная от цветовых свойств и заканчивая вкусовыми и лечебными. Прибор, который называется колориметр, он автоматически нам выдает цвет меда. Так мы им пользуемся. Откалибрует, ставим наш мед в таких куветочках. Ну вот, 35. 35. Это тоже очень хороший цвет, хороший мед. А этот белый мед привезли только что из Атбаши. Ему еще предстоит пройти фильтрацию. Можно я попробую? Конечно, попробуйте. Пальцем? А можно пальчиком, можно. Можете ложечкой. Очень вкусно, очень сладкий мед. Натуральный продукт, 3-я качка. Кыргызский мед Казим Мудалифович уже который год представляет на престижной выставке Всемирной Федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Еще не было случая, чтобы он возвращался без трофеев. Атбашинский белый мед специалисты уже несколько лет подряд признают лучшим в мире. После первых наград в Кыргызстан приехало много людей, которые хотели приобретать наш продукт. Ну, у нас не всегда было и производство готово, и кадры готовы, и понимание этого тоже были. Нам нужно было еще время чуть-чуть для того, чтобы продолжить эту же работу. И это, по мнению пчеловода, основной минус. Однако кыргызский мед вскоре может появиться на прилавках Европы. Полученный не так давно Кыргызстаном статус всеобщей системы преференций ВСП+, освобождает от таможенных пошлин. Если взять 2 страны, ну, я буду, образно говоря, это Кыргызстан буду и Монголию, да, или Кыргызстан и, например, Китай. Если человек покупает одинаковый товар, одинакового качества, у нас есть одинаковый товар, одинакового качества и в Кыргызстане, и в Китае, то естественно, что немцам, возможно, будет более интересно работать с нами, потому что они не будут платить эти таможенные пошлины. Мы посредством информационных каналов и других инструментов пытаемся стимулировать наших производителей, рассмотреть все-таки варианты экспорта за пределы, потому что Европа, по сути, колоссальный рынок сбыта. Ассоциация Казима Каракетова в прошлом году сумела произвести более 500 тонн меда. Для нужд Кыргызстана этого достаточно, но чтобы выйти на европейский рынок, производить необходимо в разы больше. Шавкат Тургаев, Азат Мухимаков. В настоящее время Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.